Священник из Липецка. Липецктан дин әһеле. Священник из Липецка попросил власти Уфы запретить фестиваль красок «Холли». Липецктан дин әһеле Өфе властарынан Холли буяудары фестивален тыюды ұраны. Священник из Липецка попросил власти Уфы запретить фестиваль красок «Холли». Липецктан дин әһеле Өфе властарынан Холли буяудары фестивален тыюды ұраны. Эхо Москвы в Уфе и проуфу.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». С августа 2016-го мнение каждого слушателя «Эхо Москвы» в Уфе может быть услышано, голос учтен, а сообщения прочитаны в эфире любимой радиостанции. Теперь после 9 утра слушайте «Уфимский разворот». Да не просто слушайте, участвуйте! Доброе утро, Дарья Вечеренко, Илья Жарницкий и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Мы начинаем «Уфимский разворот» на Эхе Москвы в Уфе. Мне кажется, музыку можно уже прям приглушать потихонечку, но нашему звукорежиссеру нравится, он не хочет останавливаться. Номер для смс-сообщений +7 927 304 1051. И мы, как обычно, запустили трансляцию в Фейсбуке и на Ютубе. Ну, о чем мы сегодня поговорим? У нас куча тем. Ну, поговорим, во-первых, конечно же, об одном из ключевых событий этих выходных. Это августовское совещание, на котором обсуждались вопросы образования, и впервые там были родители. Поговорим, конечно же, и о том, что происходило с переносом Дня знаний, о том, что Ирик Ялалов говорил об этом. Там определились в итоге. Поговорим о коррупции, есть новости, которые с этим связаны, и поговорим о фестивале красок «Холли» и небольшом скандале, который с ним произошел. Да, РПЦ и фестиваль красок «Холли». Такая у нас тема, но это уже во второй части нашей программы. А начнем мы тогда с действительно августовского совещания и даже, может быть, отбивку какую-нибудь попросим. Педсовет, который рекламировали достаточно долго и говорили, вот 12 числа состоится наконец-таки августовское совещание, и там решатся разные вопросы, в том числе об изучении башкирского языка. Насколько я понимаю, из того, что я прочитала, я на это совещание не ходила, но тем не менее многие СМИ об этом написали. Там присутствовали родители, и это впервые были дискуссионные площадки. Выступал министр образования республики, выступал прокурор республики, выступал глава региона. Ну вот, давай, наверное, начнем с выступления Хамитовой и с того, что ему предшествовало. Дело в том, что сначала выступил прокурор республики Андрей Назаров, и он напомнил о проверке майской, когда школы проверяли прокуратура и Обрнадзор и выявили факты навязывания башкирского языка. Вот РБК пишет большой материал по этому поводу. Так, сейчас я найду даже какие-то цитаты. Ну, в общем, Назаров напомнил, что определять, какие предметы и в каком объеме изучать в школе вправе только участники образовательного процесса. И он сказал, что в вариативной части учебного плана могут быть любые предметы, не обязательно языки, а, например, математика, физика и так далее. А после него выступал Рустем Хамитов. У тебя есть что-то из его выступления? Рустем Хамитов говорил по поводу факультативов, по поводу часов для учителей башкирского языка. И, если его цитировать, то он сказал, во-первых, о том, что где проживает наше башкирское население, это уже цитата, понятно, что степень изучения языка будет одной. А в больших городах, может быть, надо посмотреть методики обучения. Кроме того, в 8-9 классах мы будем рекомендовать еще и факультативы для желающих, поскольку нужно сохранить часы. Я пропускаю часть цитаты и перехожу к следующей части. А то у нас уже горячие головы появились, которые начинают говорить: не нужны, будем увольнять. Это речь идет об учителях башкирского языка. Нет, не будем увольнять никого. Я просто-напросто запрещаю. Работайте, ищите варианты, сказал глава республики. То есть пафос его выступления в том, что
первое, башкирский язык нужно сохранить. Второе, мы, конечно, будем соблюдать законодательство и понимаем, что вы выявили у нас нарушение. Третье, мы не будем никому навязывать башкирский язык, но при этом, четвертое, мы должны сохранить часы для учителей, и поэтому мы будем рекомендовать факультатив. Вот это слово «рекомендовать» здесь меня немного смущает. В какой форме будет эта рекомендация, интересно. Но, вы знаете, мы думали над голосованием по поводу вот этого августовского совещания. Мы тему языков брали уже очень много раз и с разных сторон, и спрашивали у вас и по поводу обязательного изучения башкирского языка, и по поводу того, как нужно его учить в школах. Ну, в общем, много чего. И решили, знаете, о чем поговорить. Вот мы все время говорим о школьниках, но многие взрослые люди, как отмечает Хамитов, не знают башкирский язык. Вот он там говорит, выпускаются из школы и не могут фразы, да, никакой сказать на башкирском. Ну да, если дословно не могут простейшие предложения сложить, обратиться на башкирском языке с простейшими просьбами, это так, надо, безусловно, пересматривать методику. Получается, что вот многие люди, которые уже стали взрослыми и закончили школу, башкирский язык не знают. А вот если бы для вас придумали мотивацию, чтобы учить башкирский язык. Вот вы взрослый человек, у вас есть работа, вы получаете зарплату, и вам предлагают учить башкирский язык взамен, например, на доплату в 5% от вашей зарплаты. Вы бы согласились учить башкирский язык, сдавать по нему экзамен, или для вас это дело принципа, и вы бы даже за такую доплату не стали бы башкирский язык учить? Давай, наверное, мы запустим голосование. 262 72 47. Если бы вам, взрослому человеку, у которого есть работа, есть зарплата, предложили мотивацию, 5% от заработной платы вам будут доплачивать каждый месяц, если вы будете учить башкирский язык, будете сдавать по нему экзамен. 262 72 47. Да, вы согласны на это. 262 72 48. Нет, даже доплата к вашему ежемесячному заработку у вас не мотивирует учить башкирский язык. 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Если бы вам, у нас уже началось голосование, если бы вам предложили мотивацию 5% от вашего ежемесячного дохода, точнее заработной платы, от вашей ежемесячной заработной платы взамен на то, что вы учите башкирский язык, ну и, соответственно, есть какие-то критерии оценки ваших знаний, вы сдаете экзамен, вы бы согласились. За 5% к зарплате вообще без проблем учили бы башкирский язык. 262 72 47. Нет, даже за доплату какую-то, за, в общем, такой пряник вы бы не согласились башкирский язык учить. 262 72 48. Ну и, как обычно, номер для смс-сообщений, куда можно свое мнение развернуто писать. Может быть, вам какая-то другая мотивация нужна, чтобы учить башкирский язык не 5, а 10% к зарплате. Напишите. +7 927 304 10 51. Илья, ты бы стал учить башкирский? А я вообще думаю, что это может быть одной из методик, которую ищет Рустем Закиевич для преподавания башкирского языка. Ну, вот как вариант, подкидываем идею, можно доплачивать 5%. Из профицита бюджета, про который нам говорят постоянно, давайте вот по 300 тысяч рублей за рождение первого ребенка и еще по 5% к заработной плате. Но, с другой стороны, это же нужно работодателя мотивировать сначала, чтобы он платил 5%. Или это как дотация от государства? Ну, я не знаю, нам нужно подумать над этой идеей, ее презентовать башкирскому правительству. Ну, смотри, как я считаю, 5% к зарплате за изучение башкирского языка, я как человек, связанный с неформальным образованием, не могу принять такую идею, потому что она чисто манипулятивная. Почему это? Ну, потому что есть прямое поощрение и вот прямой результат. Ну вот да. Ты учишь, тебе платят за это. Ну, я не понимаю, что А интерес? Плохого. А где интерес у человека? Интерес может появиться в процессе. Или ты сомневался, например, нужен ли тебе башкирский, и нужно ли тебе его учить, а тут как бы тебе предлагают деньги. Ну смотри, вот есть многие люди, которые ходят на работу, которые им не нравятся только ради денег. Мне кажется, у меня есть такое опасение, что люди, которые станут изучать башкирский именно ради этих 5%, они просто потом станут его ненавидеть, потому что они это только ради 5% делают и мучаются. Во-первых, я думаю, что должна быть система отказа, то есть ты всегда можешь отказаться, а во-вторых, это просто будет... Ну, она тоже есть, да. Это просто будут люди, которые не любят свою работу, но при этом еще знают башкирский язык. Мы спрашиваем наших радиослушателей,
радиослушателей, согласились бы они за 5% к заработной плате, прибавку такую ежемесячную, учить башкирский язык и сдавать экзамен на знание башкирского языка? 262 72 47, да, вы бы согласились. 262 72 48, нет, в общем, вам это не нужно. И напишите на номер +7 927 304 10 51, почему бы вы стали или не стали учить башкирский язык, если бы мы вам предложили такую мотивацию. Может быть, свою мотивацию какую-то предложите. Ну вот, кстати говоря, экзамен здесь отдельным подпунктом можно было бы и вынести, потому что одно дело ходить на какие-то дополнительные курсы башкирского языка за 5%, а другое дело сдавать еще экзамен. Ну, то есть, а что происходит, когда ты поучился, пошел сдавать экзамен и не сдал? Ты обратно возвращаешься на первый уровень и также сидишь на 5%? Я согласна, что мы здесь не продумали полностью, в общем, всю эту систему. Нет, почему же? Вообще, да. Слушай, ты вот не сдал экзамен, все, как бы, у тебя есть еще попытка, например. И 5% пропадают? 5% пропадают. Нет, наверное. Это не в условиях голосования, я думаю, мы ставим. Тебе же платили все это время, и ты все это время учил. Я думаю, что экзамен должен быть простейший, не какой-то очень сложный экзамен. Вот. И я думаю, что люди, которые согласятся учить башкирский язык, они будут ответственны. Вот мне так хочется думать. Я бы согласилась, серьезно. В общем, это хорошая мотивация для того, чтобы выучить какой-то язык новый. Башкирский не такой простой язык, насколько я понимаю. И тем более говорят, что все тюркские языки очень похожи, и, зная башкирский, можно понимать и татарский, и турецкий. Давай мы, наверное, будем уже подводить итоги голосования, чтобы еще другую тему про образование успеть. Еще раз напомню, 262 72 47. Вы бы за мотивацию в виде 5% доплаты к вашей заработной плате согласились бы учить башкирский язык. Почему нет? 262 72 47. Или нет, вы бы ни за какие деньги его учить не стали. То есть только исключительно ваше желание. 262 72 48. Так, я нажала на стоп. У нас получились следующие результаты. 22%, только 22% наших радиослушателей хотят подзаработать на своем знании башкирского языка, на своем незнании, точнее, башкирского языка. В общем, они готовы за мотивацию денежную учить башкирский язык. И 78% говорят, что, в общем, этого делать они не будут. А может, просто 5% мало? Да, может быть, надо было 15, например. Я еще раз напомню номер для смс-сообщений +7 927 304 10 51, а мы на этом тему поменяем. Поменяем, но на самом деле далеко от августовского совещания не уйдем. Дело в том, что на нем выступала детский омбудсмен Милана Скоробогатова, и она высказалась по поводу школьного образования и подхода к школьному образованию. Если у тебя есть цитата, прочитай, пожалуйста. Уполномоченная по правам ребенка Милана Скоробогатова сказала следующую вещь. К выпуску из школы ребенок должен быть социализирован. Знания, которые получил школьник, должны помогать ему двигаться по жизни, то есть не учение ради учения, а учение ради жизни. Школа должна быть школой жизни. Понятно, что тут играют роли родители и семейные традиции, но путеводителем, компасом, вектором для дальнейшего движения по жизни с фундаментом знаний дополнительно к тому, что унаследует ребенок от своего рода, должна быть школа. И, надо понимать, наверное, в каком контексте, в принципе, эта фраза была сказана. Там речь шла о том, что школа очень теоретическая, очень академическая, и нужно как-то ее больше привязывать к реальной жизни. Угу. И надо сказать, что я, честно говоря, всегда солидаризируюсь обычно с такими рассуждениями, потому что, это действительно правда. Школа российская, особенно в старших классах, она действительно теоретическая, академическая. Может быть, мы запустим голосование, Конечно. А потом будем уже рассуждать. Так, давай мы поставим следующим образом. Вот исходя из того, что говорит Милана Скоробогатова, и вообще вот этот спор, о котором ты сейчас говоришь, вот эта дискуссия по поводу того, какой должна быть школа, и должна ли школа воспитывать, или должна только обучать, он постоянно ведется. Но вот есть повод спросить мнение наших радиослушателей. Как вы считаете, должна ли школа заниматься помимо образования, помимо обучения, еще и воспитанием школьников? 262 72 47, да, должна. Вы здесь согласны с Миланой Скоробогатовой, которая говорит, что школьники должны быть социализированы, и школа должна давать такие жизненные ориентиры, быть путеводителем, компасом, и что он там еще говорит? В общем, вектором, да. 262 72 47. Да, вы считаете, что школа должна не только учить, но должна еще и воспитывать. 262 72 47. Нет, воспитывать должна семья,
В школе должны даваться только знания. 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Считаете ли вы, что школа должна помимо обучения, помимо того, что она дает знания, еще и воспитывать детей? 262 72 47. Да, должна. 262 72 48. Нет, пусть школа только, пожалуйста, дает моему ребенку знания, а уж воспитание это оставьте для семьи. 262 72 48. Я тебя прервала, извини. Да. Если эту дискуссию сначала смотреть, то там речь идет о том, что школа, слишком теоретическая, оторвана от жизни. И об этом мы часто говорим. С разных позиций об этом говорят чиновники Минобразования. И вот уполномоченная по правам ребенка Милана Скоробогатова высказалась. Появилось в последние годы слово профориентация, например, да? Часто говорят о том, что школа должна быть более связана с жизнью, но я, честно говоря, когда только начинал об этом читать, я думал, что вот об этом речь пойдет, о том, что нужно как-то к профессии больше школу привязывать. А речь пошла не об этом, речь пошла о морально-нравственном воспитании. И вот здесь я немножко удивился, на самом деле. И действительно странно, что вместо того, чтобы думать о том, как школьные предметы дифференцировать, о том, как поставить больше на интерес ребенка и связь с его будущей профессией, говорится о морально-нравственном воспитании. А вот вопрос в том, кто будет заниматься этим морально-нравственным воспитанием. То есть учитель, по-видимому, у которого есть определенный набор ценностей мировоззренческих, есть какой-то взгляд на предметы, он будет говорить, как ребенку, в общем, жить, учитывая, что все дети разные, у всех семьи разные. Мне кажется, это будет очень диссонировать с тем, что ребенку уже заложили в семье. Но вот результаты, кстати, пока меня удивляют. 262 72 47. Вы считаете, что школа должна не только обучать, но должна и воспитывать. Вы здесь согласны с детским омбудсменом Миланой Скоробогатовой, которая говорит, что школа должна быть таким неким вектором. 262 72 47. Или нет, школа должна только давать знания, воспитание – это уже про семью. 262 72 48. Ты учился в Израиле. Что там по поводу воспитания в школе? Морально-нравственного воспитания на Западе как такового нету. Это зависит во многом от школ, да, если мы возьмем там какую-нибудь Великобританию консервативную с религиозным уклоном школы, то есть. Это бывает и в Израиле тоже. В основном, в принципе, во всех западных странах, когда говорится о воспитании, речь идет именно о гражданском воспитании. То есть не о том, что хорошо, а что плохо, а о том, почему выборы это важно, что такое права человека, да? Это вещи, которые в российской школе затрагиваются редко. Они затрагиваются плюс-минус на уроках обществознания, но если мы поговорим с 11-классниками о том, что такое демократия, скажем, и как она устроена, то вряд ли кто-то даст полную картину. Но это тоже же своего рода воспитание. Воспитание из тебя гражданина, воспитание из тебя хороший человек равно гражданин, который ходит на выборы смысле, и принимает участие в жизни страны. Я только устанавливаю здесь связь именно с моральными ценностями, да? А если мы говорим про гражданское воспитание, я просто, к сожалению, сомневаюсь, что Милана Скоробогатова имела в виду именно это. А представляешь, если это? То есть она говорит, что в школах нужно рассказывать про выборы, что, в общем, нужно бороться с вбросами, фальсификациями. Но это тоже спорный момент. Может ли политика в школе быть? И тем более в современной российской школе современная российская политика. Насколько это политика, тут тоже вопрос. Если тебе рассказывают про то, за кого голосовать, это уже навязывание. А если тебе просто говорят, что есть вот такие политические движения, да, здесь мы, скорее всего, не избежим какой-то оценки от наших преподавателей, зная про то, как школа у нас устроена. Тетя Роза, так подписывается наша радиослушательница, пишет нам, что это неотделимо образование с учением. Мне кажется, это такой некий советский подход к образованию, что школа — это еще и то место, где тебя учат быть хорошим человеком, хорошим по, так скажем, меркам этой школы из идеологических каких-то соображений государства, что тебя там еще заставляют работать, в общем, выполнять какую-то работу, на субботники ходить и так далее. Трудовое воспитание у нас еще вот это любят.
262-72-47 вы считаете, что школа должна не только образовывать, школа должна еще и воспитывать. 262-72-47. Или 262-72-48. Нет, школа должна только давать знания. То, что касается воспитания, это уже для семьи, для родителей. Ну и еще раз номер для смс-сообщений +7 927 304 10 51. Кстати говоря, в школах и университетах не первый год уже идет речь о том, что появятся какие-то курсы или уроки патриотического воспитания, и они прямо так и должны называться. Воспитание именно патриотическое. Патриотическое воспитание. Я именно такую формулировку слышал. Уже не первый год в своем университете. Ну, если это будет по израильскому методу, то мне нравится. Если там будут говорить о гражданственности, о демократии и так далее. Но если это будет по методу того, что голосовать за Навального неправильно, а голосовать за Путина патриотично, то это уже, честно говоря, так себе. Ну, кстати, Милана Скоробогатова еще говорила по поводу предмета ОБЖ, насколько я понимаю. Вот я открыла Башинформ сейчас. Своевременные темы, касающиеся охраны здоровья и жизни детей, о которых говорил на августовском совещании глава Башкортостана Рустам Хамитов в контексте программы БЖ. Мы исследовали этот вопрос, когда огромное количество часов отводится на структуру вооруженных сил, поведение во время извержения вулканов, на изучение космоса и планет. Глава республики сказал, что нужно менять методику преподавания ОБЖ. Программы должны быть направлены на безопасную среду ребенка, чтобы он понимал, где, когда и как нужно поступить и что делать. Так, что еще? Акцент должен быть сделан на создании безопасной, интересной и гармоничной среды для каждого ребенка республики, чтобы именно в этой среде ребенок чувствовал себя уютно, защищенно, чтобы он мог заниматься саморазвитием. Ну, наверное, нам надо уже подводить итоги голосования. Я еще раз напомню, мы вас спрашивали, как вы считаете, сегодня школа, российская современная школа, должна ли она заниматься воспитанием детей помимо их обучения? 262-72-47 да, должна. Или школа должна лишь давать знания, а воспитывать уже должна семья. Вы не хотели бы, чтобы вашего ребенка, в общем, воспитывали в школе. 262-72-48. Я подвожу итоги голосования. Так. Сейчас следующие результаты. 67% наших радиослушателей, это меня очень удивляет, 67% наших радиослушателей считают, что школа должна не только давать знания, но и воспитывать. И только 33% говорят о том, что школа должна лишь давать знания, а уж воспитанием должна заниматься семья. Спасибо большое всем голосовавшим. Мы сейчас уйдем на московские, а затем уфимские новости, после чего продолжим тему образования в том числе. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы». 7:30 в Москве, в студии Яков Широков. В эфире новости. Силы безопасности Буркина-Фасо ликвидировали 3 предполагаемых боевиков, которые напали на кафе в Уагадугу. Инцидент произошел в кафе «Стамбул» в столице африканского государства. Как говорят очевидцы, 3 неизвестных подъехали к заведению на машине около 9:30 вечера по местному времени и открыли огонь. Погибли 17 человек, еще 8 ранены. Сейчас в кафе могут оставаться люди, говорят власти. Мэрия Москвы практически утвердила адреса первых площадок, куда будут переселять по программе реновации. В списке есть как готовые, так и еще строящиеся дома, а также пустыри и парковки, пишут «Ведомости». Всего в документе, который оказался в распоряжении газеты, указано более 100 площадок. Подлинность списка изданию подтвердил представитель строевого комплекса Москвы. 7 готовых домов из этого списка расположены в Бескудниковском районе столицы. Еще 2 в Северном Измайлове, 4 в Западном округе. Несколько домов из списка для переселения, по сведениям «Ведомостей», относятся к бизнес-классу. Они находятся в квартале между Ленинским проспектом и проспектом Вернадского, а также улицами Удальцова и Лобачевского. Россия предлагала США открыть на своей территории 4-е генеральное консульство, чтобы сохранить паритет, говорят в Москве. Вашингтон, однако, так и не сделал этого, сказал официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дисбаланс, по ее словам, образовался не по желанию российской стороны. После распада Советского Союза дополнительное генеральное консульство, которое обеспечивало паритет между Россией и США, осталось на территории Украины. На прошлой неделе «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники сообщал, что американские власти могут потребовать от России закрыть одно из своих генеральных консульств на территории США. По данным издания, об этом может быть объявлено до 1 сентября.
В США должны начать слушание по делу 20-летнего Джеймса Филдса. В минувшую субботу он на полной скорости въехал в толпу людей в городе Шарлоттсвилл, штат Вирджиния. По сведениям местной прессы, сейчас молодой человек находится в окружной тюрьме, его не стали выпускать под залог. Как пишет Вашингтон-Пост, Филдс разделял экстремистские взгляды. В результате действий молодого человека во время акции ультраправых и их противников погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали. Ситуация с ведущим программы «Пусть говорят» на Первом канале, как ожидается сегодня, прояснится окончательно. В эфир может выйти первый выпуск телешоу с новым ведущим. Об этом подробнее Андрей Гаврилов. У журналиста Андрея Малахова, который ведет программу «Пусть говорят», вчера закончился отпуск. Он должен сегодня появиться на работе. По словам источника ТАСС, близкого к руководству Первого канала, ведущий пока не писал заявление об уходе. Но собеседники РИА, знакомые ситуации, сообщили, что оно было написано. На этом фоне в прошлую пятницу прошли съемки шоу «Пусть говорят» с новым ведущим Дмитрием Борисовым. Телеканал «Дождь» опубликовал фрагмент передачи. Планируется, что пилотный выпуск покажут сегодня, но, по словам собеседника ТАСС, знакомого с ситуацией, пока не ясно, пойдет ли в итоге он в эфир. Выпуск посвящен телевизионной карьере Малахова и называется «Привет, Андрей». Съемочная группа «Пусть говорят» в полном составе уволилась с канала, передает РИА. Заявление всем подписали. А на канале анонсируют очередную программу словами, цитирую, «Пусть говорят, главная интрига лета». В ролике представлены Малахов и Борисов. Ну и Малахов по неподтвержденным данным перейдет на канал «Россия-1», где будет вести новое телешоу. В Москве сейчас 18 градусов, давление 748 миллиметров ртутного столба. Днем в столице ожидается кратковременный дождь местами с градом, плюс 24-26. Яков Широков, служба информации, «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Олег, привет. Как сам? Помнишь меня? Ну как? Зенцова из Сибири. Внучатый племянник твоей бабушки. У богатства есть только один минус. Вас не оставят в покое. Но можно просто сменить телефон. Финам. Инвестируй грамотно. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в городе Уфа. ООО «Финам» Уфа. Улица Цюрюпа, 75. Телефон 216 11 22. Доходность не гарантируется. По понедельникам после 14:30 в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город красивее. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валериан Гагин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Доброе утро. У микрофона Дарья Кучеренко. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. Глава республики снова высказался по поводу изучения башкирского языка в школах. Выступая в субботу на августовском совещании, он сказал, что нужно пересмотреть методику преподавания языка. Однако башкирский язык нужно сохранить. Ему нужна поддержка, приводит слова Рустема Хамитова Башинформ. Глава региона также сказал, что запрещает увольнять учителей башкирского языка. Его выступление стало ответом на речь прокурора республики Андрея Назарова, который рассказал о результатах майской проверки школ. Назаров напомнил, что проверяющие выявили факты навязывания изучения башкирского языка. На данный момент прокуратура добилась того, что в учебных планах на 8 и 9 классы башкирский язык перестал быть обязательным, пишет РБК. И в продолжении темы образования глава города прокомментировал итоги голосования по Дню знаний. Обращение Ирика Елалова было опубликовано в официальной группе администрации ВКонтакте. По словам Елалова, в опросе приняли участие беспрецедентное количество человек, в общей сложности более 20 тысяч. 60% проголосовало за то, чтобы отмечать День знаний 4 сентября. Конечно, мы прислушаемся к мнению большинства участников опроса, и все же праздник 1 сентября в нашем городе будет, сказал Елалов. Мэр пригласил всех прийти 1 сентября на открытие 2 новых школ в Уфе. Прокуратура Уфы потребовала власти города проверить на аварийность жилой дом после заявления одного из жильцов. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, жильцы дома номер 121 по улице Пархоменко неоднократно обращались в администрацию с просьбой их расселить. Однако, как отмечают в прокуратуре, несмотря на то, что большинство квартир в доме принадлежит муниципалитету, обследование здания проведено не было. Дом был построен в 1952 году. Согласно заключению специалистов, полученного прокуратурой, здание небезопасно для проживания. В адрес мэрии внесено представление. Власти решили поставить вопрос об аварийности дома на заседании межведомственной комиссии.
В микрорайоне Сипайлово зафиксировали массовую гибель мальков рыбы. С сообщением о сильном запахе возле водоема в районе завода «Амстар» в службу спасения обратились местные жители. Выяснилось, что в водоем произошла утечка из канализационного колодца, находящегося на балансе завода. Как сообщают власти города, информация о гибели мальков рыбы передана в Министерство экологии республики и Роспотребнадзор. Футбольный клуб «Уфа» прервал беспроигрышную серию и уступил на домашнем поле Ростову. Игра в рамках 6-го тура премьер-лиги проходила на стадионе «Нефтяник» 12 августа. Уфа забила только 1 гол, Ростов – 4 мяча. На послематчевой пресс-конференции тренер Уфы Сергей Симак сказал, что комментировать игру сложно и, цитирую, «сегодня был не наш день». Однако делать организационные выводы на горячую голову он не будет. Уфа сейчас в верхней части турнирной таблицы на 6-м месте. И о погоде в Уфе. Сейчас температура воздуха плюс 14 градусов, в течение дня до плюс 19 пасмурно. Дарья Кучеренко, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. С августа 2016-го мнение каждого слушателя «Эхо Москвы» в Уфе может быть услышано, голос учтен, а сообщения прочитаны в эфире любимой радиостанции. Теперь после 9 утра слушайте «Уфимский разворот». Да не просто слушайте, участвуйте! Мы продолжаем «Уфимский разворот». Дарья Кучеренко. И Илья Жарницкий, и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. У меня такое ощущение странное сразу после новостей. У нас новостница ушла в отпуск, поэтому я сегодня универсальный солдат. И новости читаю, и эфир веду. Номер для ваших смс-сообщений +7 927 304 10 51. Как обычно, трансляция в Фейсбуке и на Ютубе. Ну, как я сейчас уже читала в новостях, вы, наверное, слышали, Ирик Елалов сказал, что, в общем, определился город, когда День знаний отмечать. Вернулись мы к этой теме и продолжаем тему образования, о чем говорили всю первую часть нашего эфира. Ну, в общем, он Сейчас, что сказал. Есть официальная группа администрации Уфы в социальной сети ВКонтакте, так она и называется, город Уфа, и они опубликовали обращение главы администрации Ирика Елалова. Я сейчас прочитаю его, а потом мы с вами поголосуем. В преддверии 1 сентября мы впервые провели опрос общественного мнения, говорит Елалов, в режиме онлайн с целью выяснить, когда, по мнению горожан, следует проводить праздничные мероприятия, приуроченные к Дню знаний. В опросе приняло участие беспрецедентное количество уфимцев. На официальном сайте администрации Уфы проголосовало 3055 человек, в официальных группах столичного муниципалитета и управления образования Уфы ВКонтакте более 18 тысяч пользователей. Интерес жителей города и их активное участие в опросе еще раз подтверждают актуальность интерактивных инструментов взаимодействия с гражданским обществом. Впредь в своей работе мы будем расширять каналы такой коммуникации, советоваться с жителями нашего города посредством общедоступных интернет-технологий. Как сложно он это говорит. Что же касается опроса, то большинство горожан, более 60%, высказались за то, чтобы торжественные линейки в школах провели 4 сентября. Конечно, мы прислушаемся к мнению большинства участников опроса, сказал Елалов. И все же праздник 1 сентября в нашем городе будет. В День знаний мы торжественно откроем новую школу в Демском районе столицы, а 4 сентября в Кировском районе Уфы. И Елалов далее приглашает всех принять участие в этом радостном событии. Ну, в общем, голосование у нас очень простое. Вы вообще доверяете вот этим опросам, которые администрация города запускает? Ну, они пишут, что впервые это сделали, и действительно, я до этого не встречала опросов, связанных с тем, когда что-то отмечать, ну, в общем, по таким резонансным темам. 262 72 47. Да, вы доверяете опросам, вам кажется, что, в общем, все подсчитано честно, и, может быть, вы даже сами принимали участие в этом голосовании. 262 72 47. Да, вы вполне доверяете опросу, который запустила администрация и который вообще собирается запускать администрация. 262 72 47. 262 72 48. Нет, что-то как-то у вас вызывает подозрение то, каким образом это все подсчитывается и то, как там голосуется. 262 72 48. Голосование. Процесс пошел.
262 72 47. Да, вы вполне доверяете опросам, которые запускает администрация города в социальных сетях. И вот тому опросу по Дню знаний вы, в принципе, доверяете. Вам кажется, что результаты, они, правдивые. 262 72 47 доверяете, 262 72 48 нет, как-то, в общем, у вас это вызывает сомнения. Номер для смс-сообщений +7 927 304 10 51. Илья, ты веришь в правдивость результата? А я, на самом деле, не вижу причин сомневаться в подсчете голосов здесь, потому что 60% были за 4 сентября, решили все равно 1 сентября, и а смысл зачем тогда подделывать голоса? Нет, не решили 1 сентября, будут отмечать 4-го. Ага. Просто вообще там все на самом деле остается за школами. То есть школы могут в локальном порядке принимать решения самостоятельно, когда им День знаний отмечать. Просто Елалов сказал, что 1 сентября мы откроем школу одну, и, соответственно, праздник все равно будет. Елалов ратовал за то, чтобы все делать как во всей стране, и 1 сентября проводить День знаний. Но тут можно в защиту властей сказать, а какой смысл был им подделывать результаты голосования, если они все равно оказались не в их пользу. Елалов-то не хотел вроде как, чтобы 4 сентября отмечали День знаний, а в итоге получается, что 4 сентября. Но он так или иначе показал, что он ведет диалог, да, какой бы ни был результат в итоге. Да, можно сказать, что тут ему прям галочку можно поставить. В принципе, результаты сильно не поменялись. Если бы, например, в начале голосования люди проголосовали 80% за 4, а потом 20% в итоге осталось бы, тут у меня бы лично были сомнения, но, в принципе, вот этот результат 60, 52, он так и был, 61%, в принципе, так на протяжении всего голосования и наблюдалось. С другой стороны, это вопрос к инструментам этого голосования, да, то есть, например, опрос ВКонтакте, а большинство проголосовало именно ВКонтакте. Теоретически этот опрос можно накрутить, потому что ВКонтакт не очень защищен от таких штук. То есть просто фейков нагнать или попросить всех своих знакомых. Но это не камень в огород городской администрации, это мог кто угодно сделать, совершенно не обязательно. Вообще вот эти методики голосования, они вызывают вопросы не только в Уфе. Может быть, ты помнишь, в Москве, когда по реновации проводили голосование через систему «Активный гражданин», там тоже было много вопросов к тому, как все это подсчитывается, что там все, в общем, не совсем честно. А с другой стороны, какой бы мы сегодня предложили более, так сказать, честный вариант, в котором мы были бы больше уверены, и тоже технологичный, тоже оперативный. Я пока не могу сказать, да. Не референдум же проводить, такой мини-референдум на удобной площадке. А ты бы доверяла референдуму, если бы он прошел? Да, это, кстати, тоже вопрос. Мне кажется, если люди видят результат тот, за который они голосовали в большинстве, они такие: окей, да, значит, все верно, все честно Дело посчитали. в том, что голосование само по себе это инструмент такой пассивной дискуссии, мы отвечаем да или нет. А развитые страны делают дискуссию общественную, да, которую транслируют по государственным каналам, и там это все обсуждается, и просто из того, что люди говорят, складывается примерное понимание, какой в обществе расклад по мнениям. 262 72 47. Вы доверяете опросам, которые запускает администрация? Запустила впервые касательно 1 сентября в социальных сетях и у себя на странице официальной администрации. 262 72 47. Да, доверяете вполне. Почему нет? У вас нет сомнений, зачем им это подделывать, и тем более, что результаты не в их пользу оказались. 262 72 47. 262 72 48 нет. Как-то у вас это вызывает подозрение, как это все там считалось, в общем, в социальных сетях голосование как-то не очень. 262 72 48. По поводу высказывания своего мнения на общественных площадках, там есть возможность комментировать и делать репосты. И очень большое количество комментариев под этим постом. Я хочу верить в то, что пресс-служба администрации все это прочитала, все эти комментарии, и сделала какие-то, может быть, выводы, и все это распечатала и принесла Ирику Елалову разные мнения по этому поводу. 262 72 47 вы, в принципе, доверяете опросам, которые
запускает администрация. Вот они попробовали в первый раз и обещают такие мини-референдумы проводить в дальнейшем. А у вас это вызывает доверие, вы, в принципе, готовы принимать участие в этом. 262-72-47, да, доверяете. 262-72-48, нет, не доверяете. Ну, я буду подводить итоги голосования. А у нас следующий результат. Только 22% наших радиослушателей доверяют этим опросам. И 78% говорят, что они у них вызывают сомнения. Ну, в общем, сейчас поменялось голосование немножко. Ага, да, упали голоса, и получилось, что 30% за, в общем, говорят, что они вполне себе верят результатам этого голосования в социальных сетях и доверяют самой методике, и 70%, в общем, не очень как-то. Ну, все-таки мне непонятно, какой смысл подделывать такое голосование. Любовь пишет, что лучше открытая дискуссия. Ну, конечно, лучше любовь, но за неимением этого, мне кажется, и подобное тоже некий шаг в сторону гражданского общества. А мы сейчас поменяем тему. Что возьмем? Я даже не знаю. Такие обе темы. Ну, я поговорила о коррупции сначала. Ты это так называешь. Как? Нет? Ну, в общем, мне кажется, что это такая веселая тема. Ну да, она про коррупцию, я согласна. Дело в том, что тут ФСБшники, никто иной, а ФСБшники задержали сотрудника госавтоинспекции, который продал своей знакомой красивый номер. 3 семерки. И в общем, продавал он этот номер не за... Я не могу сказать, большая сумма или небольшая. Мы сейчас у наших радиослушателей спросим. Он продавал этот номер за 25 тысяч рублей. Номер 777 он продал своей знакомой за, в общем, 25 тысяч рублей. И при передаче денежных средств сотрудники Федеральной службы безопасности его задержали. В отношении ГИБДДшника возбудили дело о получении взятки. Он свою вину признал, раскаялся. В общем, все сейчас Следственный комитет будет расследовать. 25 тысяч рублей за красивый номер. По вашему мнению, уважаемые наши радиослушатели, это, какая цена? Большая, высокая или нет? В принципе, немного. 262-72-47. Да, 25 тысяч рублей за номер, это прям вообще очень много. За красивый номер с 3 семерками вы бы не стали покупать. 262-72-47. Или 262-72-48. Вам кажется, что, в принципе, 25 тысяч рублей это не так уж и дорого. За то, чтобы ездить с таким номером, можно, в общем, и заплатить. 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. 262-72-47. 25 тысяч рублей за номер с 3 семерками. Это, по вашему мнению, в общем-то, прям немного. Нет, у нас первый вариант был много, да? Это, в общем-то, много. И вы бы не купили такой номер? Могут быть разные причины, почему человек не купит номер. 25 тысяч рублей – это много. Нет, за такие деньги покупать номер, пусть и с 3 семерками, это вообще too much. 262-72-47. Или 262-72-48, да нет, в общем, 25 тысяч – это не так уж и много. Мы на самом деле с Ильей не знаем расценки на этом рынке, но вполне возможно, что кто-то из наших радиослушателей имеет представление о том, какие вообще есть цены. Ни для кого ведь не секрет, что это все продается и покупается. Если вы знаете, обязательно расскажите нам, есть ли акции какие-нибудь. 3 по цене одного и подобные вещи. Нет. Если только, понимаешь, человек нам напишет, это будет уже не анонимно. Это уже чуть ли не признание в коррупции. А когда он голосует на номер один из тех, которые мы называем, это все анонимно, мы не можем знать, что за человек голосовал, и поэтому, естественно, мы в общем, тут обещаем безопасность. 262-72-47. 25 тысяч рублей за номер 777. Это вообще большая цена или небольшая? Вот как вам кажется? 262-72-47. Да, высокая цена за номер, как-то, в общем, дороговато. 262-72-48. Да нет, в общем, 25 тысяч рублей, это он по-свойски вообще, можно сказать. Знакомые же, в общем-то, немного, 25 тысяч рублей. 262-72-48. Я, честно, не покупала вообще никогда номера и не продавала, тем более у меня нет машины, но мне казалось, что номера стоят дороже. Я думала, что не 25 тысяч рублей. Я, честно говоря, вообще не понимаю всей этой истории с покупкой номеров. Просто, зачем? Понятно, да, там понт. Но, то есть, если бы этот номер 3 семерки, я не знаю, там, давал какое-то привилегированное право не быть остановленным дорожно-патрульной службой. Может, он дает такое право? Да нет, миллион людей с этими номерами 3 семерки.
И, по-моему, их только чаще останавливают из-за таких номеров, потому что они показывают, что я готов там 25 или сколько-то тысяч рублей заплатить за номер. У меня куча лишних денег, остановите меня, пожалуйста. Но это же красиво. Вот стоит машина, и ты обращаешь внимание на номер. Чаще всего, если ты видишь 3 семерки, ты думаешь, человек, наверное, занимает какое-то высокое положение в обществе, если у него такой номер. Ну, конечно, еще зависит от машины, но практика... Да, я видел номер 3 семерки на 5, например. Серьезно? Конечно, да. Это странно, это уже поставлено на поток, наверное. В общем-то, да, может быть, он действительно стоит 25 тысяч, а не больше. Не впервые слышу, чтобы на таких машинах был номер 3 семерки. Ну да ладно. 262-72-47. Вам кажется, что за номер с 3 семерками заплатить 250, вот я куда уже пошла, 25, всего лишь 25 тысяч рублей, это, в общем-то, дороговато. 262-72-47. Или 262-72-48, да нет, в принципе, вообще недорого, может быть, вы бы даже купили. Но что еще я прочитаю из этого официального пресс-релиза, этот человек, который продал номер, он не просто какой-то сотрудник ГИБДД, конечно же, он начальник отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД, так это называется, то есть непосредственно тот человек, который ответственен за выдачу номеров. В общем, у него была такая возможность. Ну, вот его знакомая его, по-видимому, сдала, потому что обычно так это происходит, в общем, на конкурентов стала работать. В рамках оперативного эксперимента, я думаю, она передавала уже эти средства. Ну, давай, наверное, мы будем подводить итоги голосования. Оно у нас так прям, в общем-то, сильно и не меняется. 262-72-47. 25 тысяч рублей за номер с 3 семерками, это, по-вашему, высокая цена. 262-72-47. Или 262-72-48, да нет, в принципе, вообще как-то и недорого. Ну, понятно, что это голосование мы сделали ради веселья, мы никого тут номера призывать не покупаем ни в коем случае. Удивительные результаты, 50 на 50. 50% ровно. Вот сейчас поменялось. Эх, какие красивые были результаты. Поменялось. 57% наших радиослушателей говорят, что 25 тысяч рублей за номер с 3 семерками как-то, в общем, дороговато. И 48% говорят, что нет, в принципе, не очень-то и дорого. Спасибо большое голосовавшим. Мы тему поменяем. Разворачиваемся вообще в другую сторону. Про РПЦ сейчас поговорим. Тут очень интересная история с священником из Липецкой области. Если кто не слышал, то у нас на сайте, официальном сайте «Эхо Москвы» в Уфе, эхо-mskуфа.ру, есть статья по этому поводу. И она называется «Липецкий священник попросил власти Уфы запретить фестиваль красок Холли». Илья, я как тебя прошу. Несоответствующие концепции национальной безопасности России. Да, прочитай, пожалуйста, что-то. И, в общем-то, можно даже по ссылке на нашем сайте пройти и более развернуто прочитать. Давай я открою, у меня быстрее это получится. В общем, изначально об этом написал портал горобзор.ру, и мы взяли у них эту информацию и развили ее. Мы созвонились с администрацией города, пытались дозвониться до епархии Липецкой и до епархии Уфы. Но сначала я прочитаю, что, в общем, требует Дмитрий Адоньев. Это член миссионерской коллегии Липецкой епархии. Он руководитель миссионерского отдела Добринского церковного округа. Он, в общем, написал обращение в администрацию Уфы. В нем сообщается, что фестиваль красок по сути своей является индийским религиозным сектантским праздником и продвигается в России сектой общества сознания Кришны. По словам Адоньева, праздник на самом деле представляет собой культ поклонения демонице Холике, когда ее сжигали на костре и обсыпались пеплом. Кроме того, краска в виде муки опасна, так как может задетонировать и взорваться, уверен священнослужитель. Поэтому она должна иметь сертификаты качества на предмет безопасности, а полиция и общественные организации должны быть проинформированы, чтобы не допустить проведения этого мероприятия, пишет он в обращении. Давай спросим так у наших радиослушателей.
Вот представьте, что к вам приходит ваш сын, ваша дочь или ваш внук или внучка, приходит ребенок и говорит: мама или папа, там, бабушка, дедушка, я хочу сходить на фестиваль красок Холли. А это вообще вполне реальная ситуация. Возможно, он бы к вам пришел в ближайшее время, если бы этот фестиваль не отменили в итоге. Он говорит: я хочу сходить на этот фестиваль. Что бы вы ему ответили? 262 72 47. Вы бы сказали, что да, вообще иди без проблем, посмотрим фотографии, в общем-то, повеселись там. 262 72 47 отпустили бы без проблем на фестиваль красок Холли. 262 72 48, вам кажется какой-то этот праздник сомнительный, и вы бы, наверное, попробовали отговорить ребенка идти туда. 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Если бы ваш ребенок пришел к вам и спросил разрешения пойти на фестиваль красок Холли, вы бы его отпустили без проблем или вы бы попробовали его отговорить? Вот если бы без проблем отпустили, то 262 72 47 голосуйте. А если бы вы попробовали его отговорить туда ходить, ибо вам кажется, что, в общем, может быть, небезопасно там находиться, может быть, в общем-то, это действительно религиозный праздник, и он такое сомнение у вас вызывает, 262 72 48. Ну, то, что касается Липецкой епархии, мы до них не дозвонились, к сожалению. Дозвонились до Уфимской епархии, и там нам сказали, что, в общем, не знают, что это за праздник. Фестиваль красок Холли. Пытались понять, задавали нам вопросы и сказали, что не могут свою позицию по этому поводу. Ну вот, по данным «Открытой России», это я просто беру новости из интернета, с портала Уфа-Сити, Дмитрий Адонев, ему удалось в других городах добиться отмены подобного праздника. В Воронеже и Липецке, кстати говоря, у него это получилось. И даже в Челябинске не разрешили провести, и в Рязани этот праздник. То есть Дмитрий Адонев – это такой парень, который ездит по стране и рушит вечеринки. Но он только не ездит по стране, я думаю. Мне кажется, он по электронной почте делает. Серый кардинал, который рулит всеми процессами. Но в пресс-службе мэрии Уфы нашей радиостанции сказали, что фестиваль отменен, но якобы это не связано с обращением Адоньева. Как пояснили в мэрии, причина отмены в том, что компания из Санкт-Петербурга, отвечающая за организацию фестиваля, не подписала договор с руководством имени парка Якутова. Именно поэтому этот фестиваль не состоится. Ну, мы вас спрашиваем, по сути, о вашем отношении к этому празднику, к этому фестивалю 262 72 47. Вы бы вашего ребенка без проблем отпустили, если бы он у вас спросил разрешения туда сходить, или вы бы попытались его отговорить 262 72 48. Ну, я, кстати, напомню, что был фестиваль красок Холли в одном из городов России не так давно, и там подростки кидали краску в полицию, в Челябинске это было, да. И они кричали еще АУЕ при этом, но это вот такое российское движение. В общем, может быть, вы даже слышали о нем. Но вот про то, что там именно что-то религиозное творилось когда-то, то я не слышал про такое. Просто краски, веселье. Ну, как бы суть праздника ведь религиозная. Ну, Новый год, елочка тоже религиозная. Все уже давным-давно забыли об этом, мне кажется. Ну да, про Холли не забыли. Но я думаю, что дети, конечно, которые идут на этот фестиваль, они не думают о том, что это религиозный праздник. Нам надо подводить итоги голосования. Так, у нас следующие результаты. 57%... Нет... Сейчас поменялось. 67% наших радиослушателей говорят, что они бы без проблем отпустили своего ребенка на фестиваль красок Холли. И 33% попытались бы ребенка отговорить туда ходить. Ну и славненько. Мы на этом будем завершать наш уфимский разворот. Спасибо большое, что вы были сегодня активны, голосовали, писали смс-сообщения. Мы услышимся завтра. До свидания. Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире